22 декабря в Центре национальной и краеведческой литературы и библиографии Национальной библиотеки Удмуртии состоялся круглый стол на тему «Перевод кинофильмов на удмуртский язык. Опыт и перспективы развития», приуроченный к закрытию года российского кино. Темами разговора стали не только история, современное положение и перспективы дублированного перевода фильмов на удмуртский язык, но и шире проблемы сохранения и популяризации дублированных лент как ценного национального информационного ресурса, состояние удмуртского национального кинопроцесса в целом и другие. Открывая встречу, заместитель директора Национальной библиотеки Анна Леонидовна Семенова рассказала об успешных культурно-просветительских проектах библиотеки, реализованных в 2016 году. Тогда в блоге «Край Удмуртский» в разделе «Маленькая Удмуртия в большом кино» вышла серия публикаций о российских актерах и отечественных кинолентах, так или иначе связанных с Удмуртией. На всероссийском конкурсе «Моя малая родина» на карте российского кинематографа, организованном Российской национальной библиотекой, эта серия публикаций заняла 3-е место в номинации «Земляки в кино». Продолжая разговор, Анна Леонидовна отметила: «Нам приходилось сталкиваться с проблемой отсутствия информации по вопросам кино- и видеоискусства в нашем регионе, в том числе национального. На многочисленные запросы наших читателей мы вынуждены были чаще всего давать отрицательный ответ. Поэтому сегодня мы собрали здесь такой широкий круг людей, причастных к киноискусству, чтобы обсудить и эту проблему». О том, как был поставлен процесс дублирования фильмов на удмуртский язык в советский период, участникам круглого стола рассказали заслуженные деятели искусств Удмуртии, режиссер Василий Серафимович Ушаков и шеф-редактор ГТРК «Удмуртия» Василий Федорович Михайлов, а также заслуженный артист России, народный артист Удмуртии Петр Михайлович Романов и другие. Всего в течение 25 лет, с начала 1960-х годов, было подготовлено до 350 дублированных кинолент. В год выпускалось от 10 до 20 фильмов. Этим занимался удмуртский филиал Казанской студии кинохроники. Именно эта задача – собрать и сохранить богатейший фонд переведенных на удмуртский язык фильмов и сделать его доступным для современного зрителя, для Удмуртии особо актуальна. Как отметила Анна Леонидовна Семенова, Национальная электронная библиотека хранит сегодня не только оцифрованные коллекции документов национального книжного наследия, но и аудиоматериалы. С разрешения правообладателей они включены в электронную библиотеку и доступны любому пользователю интернета на сайте библиотеки. То же самое можно сделать и с дублированными фильмами. Сегодня переводом фильмов на удмуртский язык, а также созданием оригинальных удмуртских кинолент занимаются на общественных началах молодежные творческие объединения. Так, своими впечатлениями о работе клуба переводчиков «Беректон Лут» поделилась Августина Михайлова. О других кинопроектах и участии в международных творческих лабораториях рассказали молодые, но уже известные удмуртские культуртрегеры Дарали Лили и Алексей Шкляев. О том, как работает студия кино- и телепереводов на татарский язык, рассказала в режиме видеоконференции заслуженный работник культуры Татарстана, член Союза кинематографистов России, главный редактор студии «Дубль-видео» телерадиокомпании «Татарстан. Новый век» Альфия Арслановна Ярош. Студия была создана в 1998 году. Ее сотрудники занимаются дублированием, закадровым переводом фильмов, телесериалов, детских программ и мультфильмов на татарский язык. Резюмируя итоги круглого стола, Анна Леонидовна Семенова отметила, что для киноиндустрии важна преемственность поколений. Необходимо продолжить работу по поиску дублированных в советские годы фильмов и их дальнейшей свободной трансляции. Инициировать публикации научных работ и статей в СМИ по истории регионального кино, оказывать поддержку в продвижении проектов, направленных на развитие современного удмуртского киноискусства.